Программа поддержки местных инициатив открывает прекрасные возможности для ремонта и благоустройства объектов, которые жители давно хотят привести в порядок. Воспользоваться таким шансом и заявить о своем участии могут все, как жители отдельных микрорайонов и конкретных улиц, так и территориальное общественное самоуправление. Совместными усилиями можно решить общую проблему. Жители, вот так вот объединившись, они выходят с каким-то предложением. Давайте, допустим, сделаем дорогу, давайте сделаем освещение, давайте мы, допустим, сделаем капитальный ремонт или что-то. У каждого из вас есть разные идеи. Вот на реализацию ваших идей, с которыми вы ходите, республика нам дает денежки. Это в размере где-то около 1 миллиона. Если, допустим, наш проект состоит из большей суммы, значит, доплачивать тут городской бюджет, тоже 15% добавлять, спонсорские денежки у нас появляются и средства жителей. Как уже неоднократно говорилось, для реализации проекта необходимо соблюдение 3 условий. Инициатива должна исходить от самого населения, а не от властного органа. Жители общим голосованием выбирают объект вложения средств и участвуют в софинансировании. Во время собрания жители поселка Камышлы-Узяк предложили рассмотреть сразу несколько вариантов. Среди них создание детской площадки, строительство тротуара по улице Мирной, газификация улицы Медная и замена окон в школе номер 8. Последний предложенный проект набрал наибольшее количество голосов. Собравшиеся сразу определили и размер денежных средств, которые каждая семья должна будет нести в качестве софинансирования. Тут же была избрана инициативная группа. На следующем этапе программы поддержки местных инициатив будут собраны необходимые документы для подачи заявки на участие. Как только проект получит одобрение со стороны республики, начнутся работы по его реализации. Ляна Кириллова, Гульхамитова, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.